Ассаламу алейкум, уважаемые наши слушатели, педагоги. Сегодня на базе Кашимкентской средней общеобразовательной школы №1 проводим мониторинг учителей образовательных организаций Сулейман-Стальского района по 6 предметам. Это русский язык, математика, история, обществознание, химия и биология. Это мероприятие проводится по договоренности и по поручению главы муниципального района с руководителем Дагестанского института развития образования. И к нам сегодня на этот мониторинг приехали Абдулбасирова Раисат Магомедрасуловна, руководитель аналитического центра развития образования, Исуфов Ибрагим Ибрагимович и Гаджи Мамаева Райзанат Ахмедхановна. Это специалисты аналитического центра Дагестанского института развития образования. Поэтому хотелось бы вкратце, для чего это проводится, для каких целей и что это нам даст, и как это повлияет на качество образования. Хотел бы от вас, Раисат Магомедрасуловна, услышать. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня по согласованию с главой Сулейман-Стальского района Нариманом Шамсудиновичем и ректором Дагестанского института развития образования Джамалдиновым Гамзатом Магомедгазиевичем мы приехали в Сулейман-Стальский район, чтобы провести мониторинг учителей образовательных учреждений Сулейман-Стальского района по 6 предметам. Возникает вопрос, что даст нам этот мониторинг? Проводя этот мониторинг, мы никоим образом не хотим ущемить учителя, мы не хотим сделать учителю замечания, мы не хотим будоражить учительскую общественность. У нас единственная цель – помочь учителю. Сегодняшним мониторингом мы выявим проблемные моменты в работе учителя по каждому предмету. И после проведения тщательного анализа мы приедем с анализом в район и попытаемся помочь этому учителю, организовав курсы повышения квалификации. Некоторых учителей, возможно, мы пригласим в Дагестанский институт развития образования, а какие-то курсы, возможно, мы проведем и выездные. Такие мониторинги, они практикуются во многих районах и дают положительные результаты. В настоящее время это очень важно, потому что результаты работы учителей, они сказываются на едином государственном экзамене учащихся при выходе из школы. Поэтому нам очень важно, чтобы в каждый класс, каждому ученику шел подготовленный учитель, который может работать и может дать ребенку знания в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Другой цели у нас нет. Нам нужно выпустить из школы конкурентоспособного, нормального, образованного ученика, который дальше найдет себе дорогу в жизнь. Все, наверное. Спасибо, Раисат Магомедрасуловна. Тут, по-моему, и добавить нечего. Всем понятно. Нашим учителям нет необходимости где-то возбуждаться, где-то высказывать свои негативные отношения, хотя таких педагогов у нас нету. Как вы видите, явилось большее количество учителей от образовательных организаций, чем мы планировали. Школа готова. Мы готовы, наши специалисты, вам помочь. У нас одна цель. Это повышение качества образования и отметить, какие моменты, по каким разделам, по каждому предмету нам предстоит работать. Вам хочу выразить слова благодарности. Надеюсь, в дальнейшем тоже будем тесно так сотрудничать. Спасибо огромное и вам всего хорошего. Думаю, такая работа взаимосвязанная даст плодотворный результат. А учителям возмущаться нет причины, потому что мы преследуем только благие цели. Мы приехали с благими желаниями, мы приехали только помочь. Мы сами учителя, мы знаем, как им сложно работать, мы знаем, как трудно им работать, и поэтому только хотим помочь своим коллегам.
Да, и хочется выразить слова благодарности и вашему руководителю Гамзат и Нариману Шамсудиновичу, вот так, что договорившись и за такие короткие сроки вот смогли организовать вот этот мониторинг с выездом в наш район. Мы всегда рады. Спасибо.